Я думаю, что лучше всего мы заслушаем доклад Жансуха Эдуардовича и наметим, какие мероприятия мы можем провести, чтобы как-то все-таки улучшить ситуацию, которая сегодня сложилась в энергетике Абхазии. Ситуация на текущий момент остается сложной. Как вам известно, уровень воды в Чуварском водохранилище достиг уже аварийного. Это значит, что мы привязаны только к выработке, которую получаем от притока. Приток на сегодняшний день составляет порядка 40 кубометров в секунду. В рамках борьбы, противодействию с незаконными подключениями. В субботу совместно была проведена специальная операция, в результате которой мы выявили предположительно объем электроэнергии, потребляемой так называемыми майнерами, составляет порядка 40 мегаватт. В принципе, это такие же результаты, которые мы получили в марте месяце этого года. Аналогичное мероприятие было проведено. Для того, чтобы понимать, о каком объеме идет речь, 40 мегаватт электроэнергии, потребляемой майнерами, это порядка 1 миллиона киловатт-часов в сутки. 1 миллион киловатт-часов в сутки нам обходится от 4 до 5 миллионов рублей. В этой связи, пользуясь с нашей встречей, я бы хотел, чтобы коллеги из Черноморэнерго более детально проинформировали о результатах, то есть понятен общий объем, понятна нагрузка по фидерна, чтобы они нас проинформировали о том, где у нас выявлены наибольшие скачки потребления электроэнергии. Ну и, наверное, будут даны соответствующие поручения и силовому блоку совместно с главным надзорным органом, с госстандартом, еще более усиленно начать работу по выявлению и конфискации незаконного оборудования, которое используется для добычи криптовалют. Слава Богу, законодательство с февраля 2024 года нам позволяет все выявленные машинки, все выявленное оборудование изымать до принятия соответствующего решения судом. Из практики, которая нам известна в течение текущего года, все выявленные машинки судом, соответственно, поддерживались, и все это оборудование изъято. То есть с точки зрения права в этом плане у нас есть инструмент воздействия. Практически мы приходим к тому, что Энергес может остановиться. Это приведет к остановке всего нашего производства. Мы вынуждены будем увеличивать ВР, мы вынуждены будем увеличивать закуп перетоков. А денег у нас, я уже говорил об этом, что это в первую очередь заработная плата. То есть у нас получается очень серьезная ситуация. Я просто хотел бы, надеюсь, вы знаете, но все-таки хотел бы ознакомить, какая задача у нас стоит, просто с одной элементарной цифры. Мы берем не 1 год, берем 4 года до, так будем говорить, начала майнинга, и 4 года после. Вот 16 год. Общее потребление электроэнергии 1 924 миллиона. 17 год 1 999. 18 1 909. 19 1 959. То есть в пределах скачках небольших. Давайте посмотрим. 2020 2 миллиарда 503. То есть сразу скачок на 500 миллионов. 2021 2 миллиарда 913. Практически по сравнению с теми 4 годами это на миллиард киловатт скачок. Такая же ситуация в 2022 2 миллиарда 946. В 2023 2 миллиарда, чуть-чуть снижение, 2 миллиарда 643, но если сравнить с предыдущими годами, это практически на 1 миллиард рост. Вот то, что мы сделали, к сожалению, с нашей энергетикой, не ведя, наверное, эффективной борьбы с незаконными подключениями к сетям Черноморэнерго. Ситуации на Ингурге с уровнем воды, наверное, с этим подчеркну, буквально получасовые данные, там уровень был 410 метров, 0,5 сантиметров.
Значит, в час идет сработка порядка 3 сантиметров при сегодняшнем притоке. Значит, мы стоим на грани аварийного обесточения вообще комплекса Ингургэс. Это значит, что есть большая вероятность, что часть республики у нас может остаться без напряжения. Значит, по части перетока. Переток в том объеме, который мы, допустим, получали со стороны Российской Федерации до буквально вчера-позавчера, был один, но в связи с падением притока, падением уровня, с уменьшением притока, то нам на завтра уже пришлось дать заявку на большее количество киловатт-часов, что, естественно, привело к удорожанию самого перетока. Вот. В таком режиме, в котором мы сегодня идем и работаем, это, наверное, все-таки не аварийный, а чрезвычайный, наверное, на мой взгляд. Потому что завтра на днях ожидается еще большее похолодание, что приведет к еще большему росту потребления электроэнергии. Это то, что касается сегодняшней ситуации. Что касается по работе майнинга в Абхазии. Значит, мы очень долго отслеживаем эту ситуацию. На сегодняшний день львиная часть, большая часть, это процентов 97-98, на наш взгляд, это из себя представляет бытовой майнинг. Это те машинки, которые стоят у людей в домах, куда доступ, естественно, для нас очень ограничен. И обнаружение такого майнинга, изъятие этого майнинга, конечно, намного сложнее, чем изъятие майнинга сконцентрированного большого фермы, так называемой. Каким путем идти? Проведенный анализ, о чем говорил Эдуардович перед этим, показал, что действительно 40,5 мегаватт на сегодняшний день составляет работа этого майнинга. Вот. Суммарно их потребление составляет 60% от нашего сегодняшнего дефицита, который сложился в республике. Вот. Если бы не работа этого майнинга, сегодня ситуация у нас была бы намного лучше и намного легче. И государству, и нашему обществу это все обошлось бы, конечно, намного дешевле. Значит, как изымать этот майнинг, как остановить их работу, как попасть каждому человеку, который занимается этим делом. Наверное, мы сегодня выработаем какое-то решение, потому что это будет связано с входом в личное жилье, с обысками. Наверное, здесь присутствующие все подскажут, как более эффективно проводить эту работу. То есть вы утверждаете, что у нас практически нет ферм, но есть только бытовой, человек держит несколько штук и вырабатывает себе дома. Да, вот смотрите, на наш взгляд, следующее. Мы на этом теряем миллиард киловатт ежегодно. Да. Я вам скажу из нашего опыта, когда майнинг был в расцвете, была ситуация, когда в одной двухкомнатной квартире было установлено порядка 18 машинок. За 2024 год было выявлено и изъято 1097 единиц. При этом мы проверили 1112 объектов. Это объекты, о чем идет речь. Это в том числе и старые, где были установки фермы. Мы периодически проверку проводим. Ну и, соответственно, в основном это в городском районе. Вот по районам ежедневно фактически проводятся рейдовые мероприятия по определенным признакам и всем остальным. Как говорится, в городе проводим работы по городам, по поселкам. Но как и говорят, мы сегодня можем говорить о том, что крупных ферм у нас не выявлено, постоянно ведем с учетом... К сожалению, это не означает, что их нет. Я вам скажу так, мы имеем соответствующие технические средства объективного контроля. Мы их периодически используем в различных зонах, труднодоступных зонах. По крайней мере, так, чтобы сейчас говорить, такого нет. Постоянная работа в этом направлении нам ведется. Наверное, результат, который есть, он тоже говорит о том, что появляются. Мы все это, в принципе, публикуем постоянно. Люди знают, видят. Постоянно работаем с населением. Я думаю, что нужно, может, кто-то поймет, что надо отключить хотя бы на зиму.
А не говорить, скрывать, а народу говорить, что, извините, мы ВР опять включаем, еще 2 часа, еще 4 часа. Но мне кажется, что это еще хуже. Пусть эти люди тоже знают, что мы будем проверять, мы будем, не знаю, наверное, принимать какие-то серьезные меры. Ребята, я действительно не шучу, поймите меня правильно. Если вот так у нас будет продолжаться, я буду предлагать и исполняющей обязанности президента и парламенту вводить ЧС по энергетике. Потому что у нас будет, это будет коллапс. Поймите, мы все остановим. К сожалению, великому у нас все это на виду нашего населения, которое от этого страдает и в то же время ни в коем случае не сообщают, не говорят, не доводят до нас информацию, что сейчас каждый из нас прекрасно понимает, если по соседству будет стоять майнинг, то в любом случае, чтобы его сосед об этом не знал, не может быть. Люди, к сожалению, не хотят в этом участвовать. Винить, конечно, всех тех, кто сегодня в этом направлении работает, это легче всего, наверное. Но каждый, я считаю, вот, если обратиться к нашему населению, пусть проявят гражданскую ответственность. Если все мы в этом участвуем, мы должны конкретно друг другу помогать. Потому что это большая беда, и мы прекрасно понимаем, каждый из нас от этого зависит, и наши дети холодные будут сидеть, если мы этот вопрос не решим. Джансух Эдуардович, определитесь, когда будут созданы какие-то группы совместные, да, и с госстандартами, со всеми, с электриками обязательно надо будет привлекать и глав администрации, чтобы они участвовали. Они людей знают, они свои эти села знают, наверное, и потаенные какие-то уголочки знают. Пусть они в полной мере отвечают за свою работу, они там должны всю эту работу проводить. Ну, это одна сторона майнинги. Тимур Иванович, я говорил раньше тоже, вот я как-то получается, что только в темное время суток проезжаю по Абхазии. Все светится у нас. Мы, я не знаю, знаете, это пир во время чумы. Все светится, значит, неон ходит. Я не понимаю, объект закончил работу, а у него все горит, что может гореть. В конце концов, давайте отключать, а? Я не понимаю, с какой совестью мы это делаем. А лампочка морпситвар, загирку, его у вас хабан за него. Потом посмотрите по нашим трассам. Я понимаю, в первую очередь жизнь людей, отключать его в такие время, когда идет движение по трассе, конечно, это ни в коем случае. Она обеспечивает безопасность. Но когда движение нет, мы можем технически отключить трассу. 3 мегаватта трасса Сухум-Псо. Не знаю, Сухум-Чимчира сколько мегаватт. Это тоже какая-то экономия наших затрат. Если техническая возможность, если я не говорю о том, что отключат, движение у нас 10 в 11 уже нету, зима. С учетом того, что сейчас очень быстро темнеет, и в основном после 6 часов, после рабочего дня, это большой самый такой, скажем, наплыв идет, и я думаю, в этот период нам необходимо, чтобы трасса была освещена. Где-то ближе к полуночи трасса разгружается. Мы дадим точное время, можно, кстати, в принципе, до фактически утра. У нас, кроме грузовых автомобилей, которые сегодня осуществляют перевозку мандариновых и всех остальных культур, мы видим, что на самом деле есть. Мы проведем статистику, предложение свое сделаем, в какое время можно было бы эту меру применить. Я, наверное, в целом скажу, что происходит по перетоку и в целом по обеспечению финансирования энергетической отрасли. Текущий год по сегодняшний день всего на поддержку энергетической отрасли только республиканский бюджет, только республиканский уровень уже направил 700 миллионов рублей, из которых 200 целевая помощь в начале года была за счет средств Российской Федерации, 500 миллионов рублей направлены собственные средства, из которых 425 миллионов это на приобретение перетока. Значит, у нас вчера прошли платежи в адрес Черноморэнерго 60 миллионов рублей. Это те средства, которые входят в 425. Судя по информации, как сейчас нам Джансух Эдуардович сказал, до субботы текущей недели у нас оплачен переток. Утром рано сегодня исполняющий обязанности президента Бадр Зурабович проводил совещание по поиску источников финансового обеспечения еще на какой-то период, хотя бы до среды. Разные источники предлагаются.
ну, все вы знаете о том, что мобилизация всех средств в стране уже происходит не первый месяц, а вот в том числе и на электроэнергетику, и на фонд оплаты труда. А вот уже 4-й месяц мы замещаем часть российской финансовой помощи. Все средства, которые поступают в пользование бюджетной системы, направляются в большей своей части на обеспечение выполнения обязательств государства. 425 миллионов рублей – это, разумеется, дополнительные расходы, которые вот мы полностью направили на эти цели. С августа месяца мы дополнительно направляем обратно же наши средства республиканского бюджета, собственные абхазские средства, на замещение российской финансовой помощи, которая была частично приостановлена, а с ноября текущего года она полностью приостановлена. В этом случае связаны и соответствующие задержки по оплате труда работников в бюджетной сфере, ну, прежде всего, которые финансируются за счет средств республиканского бюджета. Об этом вы знаете уже, мы об этом уже говорили, обсуждали. Поэтому первостепенная задача, с чего сегодня совещание началось, это, несомненно, снижение потребления, справедливого снижения потребления, разумеется. Вот. Это мобилизация задолженности по оплате за электроэнергию всеми потребителями, вне зависимости от их категории, юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, по возможности. Вот. И, соответственно, направлять эти средства в том объеме, в котором они будут собираться, ну, пока будем говорить на приобретение перетока. На мой взгляд, вот такие шаги сегодня нужно предпринимать. Бюджетная система, разумеется, столько не выдержит. Вот. Мы все знаем о том, что деньги, которые поступают в бюджет, они имеют устойчивый рост уже не первый год, и слава Богу, нам дает эта возможность сегодня обеспечивать расходные обязательства. Еще раз повторюсь, 4 месяца фонд оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы мы обеспечили. Это 387 миллионов рублей. Вот эти средства, ну, во всяком случае, являлись бы собственными средствами Абхазии, если бы не замещались, и можно было бы, соответственно, управлять ими, в том числе, наверное, и на приобретение электроэнергии. Сейчас у нас обратные расходные обязательства, новые. Вот мы знаем, что в декабре у нас, как правило, 2 фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы. Еще раз повторюсь, это только республиканский уровень. Там, где более-менее стабильные бюджеты, это, значит, у нас в большей степени бюджет Гагарского района, города Сухум. Вот, вероятнее всего, они сами справятся с обеспечением социальных обязательств, но остальным в любом случае надо будет помогать, поддерживать. Поэтому, чтобы у нас не усугубилась ситуация дальше, мы постараемся со своей стороны предложить еще источники финансового обеспечения по приобретению электроэнергии, ну, до среды следующей недели. Но мы так вот рассчитываем. Потом надо будет понимать, что мы точно не можем оставлять работников, те, которые уже отработали свое время и в соответствии с трудовым законодательством должны получить заработную плату. Это обязательно надо будет сделать. Об этом вы тоже только что сказали. Это социальные обязательства. Если в данном случае у нас по электроэнергетике вынужденная мера, то там законные обязательства. Вот, поэтому усилия надо прилагать со всех сторон. Прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, работа с должниками за потребленную электроэнергию. Бюджет – это деньги налогоплательщиков, из которых очень много направляется, должны на социальные выплаты. Добросовестные налогоплательщики, уплачивая налоги в бюджет, они должны, соответственно, видеть и обратную связь, но если все средства мы будем направлять исключительно на те расходы, которые сейчас направляем на приобретение электричества, и не выплачивать заработную плату, ну, на мой взгляд, это как минимум несправедливо. Поэтому все вместе, в том числе с учетом задач и функций правоохранительных органов, вот,
ну, соответственно, и самого энергетического ведомства, и подведомственных по районам управлений, надо жестко, на мой взгляд, принимать меры. Безукоснительное применение принудительных мер, в частности, финансовых мер, я имею в виду, это обязательное выставление инкассовых поручений, обязательное выставление. Сегодня режим такой, для того, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение. Ну, под стабильным мы понимаем пока тот режим, в котором мы находимся, 2 на 2. Да. Вот до среды, еще раз повторюсь, до среды сегодня мы обсуждали, сейчас после совещания будут применены дополнительные меры финансового управления, регулирования в этой сфере. Вот. Постараемся, разумеется, обеспечить это. Но дальше нам надо уже видеть иные результаты. Поэтому считаю, что именно в таком направлении надо нам дальше двигаться. О чем говорит Роберт Витальевич, несомненно, точно эту работу надо в этом направлении усиливать активно. И налоговики имеют возможность немножко усилить свою работу. Мне не нравятся темпы того, как они выставляют на инкассу, и вообще не нравятся темпы, как они работают с должниками. Если будет необходимо, пожалуйста, вот здесь Министерство внутренних дел, мы попросим помощи, но это надо сказать своевременно. Если это мы друг другу скажем 31 декабря, оно уже ничего не будет действовать. Я прокомментирую по поводу этого. Поступления за счет инкассовых поручений, но это ничего. Полномоченный орган в этой сфере, Министерство по налогам и сборам, нам показывает сегодня достаточно приличные результаты по накоплению объемов доходов. В отношении, еще раз повторюсь, принудительного вмешательства. Дело в том, что инкассовые поручения Министерством по налогам и сборам выставляются, ну, прежде всего, наверное, не так, вот выставила там, свое дело сделал. Обязательно они осуществляют мониторинг, есть ли средства на счете. Вот. И причем, если у организации есть несколько расчетных счетов, причем в различных кредитных организациях, то выставляется одновременно во все. Сегодня министр по налогам и сборам, наверное, я знаю, что вчера вас информировал, вот, и каждый день в сутки, будем говорить, не менее 3 раз докладывает о состоянии работы в разрезе каждого налогоплательщика. Мы видим результат, я могу это откровенно и с полной ответственностью сказать, что там работа значительно усилилась в их направлении. Если необходимость будет, я еще раз говорю, предупредите меня, мы будем подключать Министерство внутренних дел, чтобы усилить эту работу. Потом не забывайте, что кроме, к сожалению, счетов в наших банках, есть еще карты, в которые перечисляются деньги, и которые мы не видим. Как налоговая с этим работает, ну, наверное, вы уже должны определяться вместе с налоговой. Это будет еще одна такая статья дохода, которая укрывается полностью от нашего видения. Наверное, вы об этом знаете, какие-то меры, надеюсь, принимаются. Физические лица, которые до сих пор должны, и они еще и светятся, понимаешь, их надо отключать, от них надо требовать немедленной уплаты, пусть берут кредиты, если они сегодня не способны, но государство сажать не позволено это никому. Если государство не может за себя постоять, оно не сможет развиваться. Что значит, он воспользуется нашими благами, так сказать, и в ответ даже не оплачивает за ту услуги, которые государство ему оказало. Давайте усиливать эту работу. У вас то, что есть, но если было бы у всех у нас, вы можете отключить. Мы же-то не можем никого отключить, к сожалению, да? Или отключайте. Почему мы терпим тех, кто не уплачивает, и еще они над нами смеются, сидят спокойненько себе в полном освещении. Отключайте. Будут какие-то проблемы, есть у нас силовые структуры, которые смогут эту проблему решить. То есть экономия по всем направлениям, в первую очередь, да, экономия. Мы тратим бесцельно очень много. Второе – это усиление борьбы с незаконным потреблением электроэнергии. Ну, третье – это все долги, чтобы мы могли что-то оплачивать. Вот если мы сейчас скажем, что не плати зарплату, мы этого никогда не скажем.
в первую очередь зарплата. Поэтому может создаться такая ситуация на будущей неделе, что у нас не будет в бюджете денег, чтобы оплачивать за переток. Мы должны 2, 3, 4 дня, вот эти дни, мы должны получить какой-то очень серьезный результат. У нас проблемы в плане того, что у нас нет соответствующего, значит, оборудования по выявлению этих майнингов, потому что они прячут их под торпеды, под, значит, куда возможно, везде. Вот, буквально вот и мы недавно тоже вот 2 майнинга изъяли. Вот, в принципе, эта работа проводится. Вот, по всем этим изъятым майнингам, значит, собирают материалы. В частности, в этом году 6 материалов было направлено в прокуратуру, 5 в суды. Вот. Но проблемы есть, вот, что вы знали, у нас в суде, вот мы все говорим о том, что нужно изымать, значит, и конфисковывать. А есть у нас такие решения, где суды выносят решение возвратить майнинги. Вопрос задаем, кому возвратить, как возвратить. Никто ничего не знает. Вот, в частности, недавно выявили 186 майнингов было выявлено. Суд первой инстанции выносит решение вернуть, даже не оштрафовать, вернуть. Не признали его, значит, контрабандой, так как якобы, значит, соискатель сказал, что он приобрел здесь внутри. Дальше она не оформляется, даже никто не предлагает, чтобы его оформили, но решение есть вернуть. Дошли до президиума, президиум оставил без изменений решение первой инстанции. Но я вообще считаю, что вот мы просто играем с огнем, у нас это серьезная ситуация вот в этом плане, и нужно не просто изымать, а уничтожать и не складировать где-то, чтобы у людей, значит, возможность была, да, соблазн не было, что там все равно мы вернем и прочее, там мы не вернем, там кто-то другой вернет и прочее. Нужно ее просто демонстративно уничтожать. Есть случаи, где есть судебные решения, где выносили, значит, не все же, наверное, там это относятся так, вот, по уничтожению. И вот буквально 10 майнингов вот за все это время мы демонстративно, комиссионно уничтожили. Прямо вот под каток, где сожгли, где, кстати, неплохо горит она. У нас кто-нибудь официально, имея на это право, завозит? Никто официально права не имеет завозить, все, что выявляется, все изымается. Значит, вот смотрите, есть проблема в чем? Сейчас они больше начали завозить комплектующие, и где-то здесь, естественно, они ремонтируют и приводят в порядок. Даже собирают. Подними это постановление, давай посмотрим, может быть, на это время мы вообще все это как-то и там приостановим. Мы уже говорили, что Сухумская ГЭС должна полностью давать свою генерацию в сеть. Давайте временно приостановим. Что-нибудь мы нарушаем? Приостановим что? Деятельность. Там всю генерацию Сухумского ГЭС спустить на общее потребление электроэнергии. Они где-то 12 мегаватт вырабатывают. Джансух Айдарович, постоянный контроль над другими мерами. Это Сухумская ГЭС, чтобы подключена была, это вот экономия по всем нашим, то, что мы говорили. Нам надо, ну, я не знаю, если мы хотим обеспечить население светом и не очень сильно увеличивать вверх, но нам надо сделать все возможное, и надо начинать сегодня. По вопросам финансирования и так далее мы это уже будем обсуждать и с исполняющим обязанности президента, будем думать. Но если у нас не будет результата за эту неделю, какого-то действенного результата, ну, я думаю, что и члены штаба со мной согласятся, я буду предлагать исполняющей обязанности президента и парламенту вводить ЧС энергетики. А вы знаете, эти последствия, уже совершенно другие последствия, уже совершенно другая работа, но не хотелось бы до этого доводить.